Я заранее извиняюсь перед всеми боксерами. С боксерами нельзя шутить. Вы типа против Майка Тайсона, говорит, вы стоите. Тут с Костей Дюба этот бой гуляет, все, да? Если бы не бокс, вы создали бы свою группировку? 90-х. Харзубек Пулетович Назаров — человек с 3 образованиями, если Это чё. цену, которую придется платить, да? Бокс — это интеллектуальный спорт. Бокс — это не шахматы, в боксе думать надо. При желании вы могли выбить налоги кулаком. Циничным надо быть, да? Я плакал, когда меня ложили на операцию. Про то, что вас за 150 тысяч продали японцы. Было? Характер можно воспитать, а только сердце не поменять. Вы и здоровье потеряли, и бокс, и деньги. Нас как лошадей продали. Какое вот у нас сегодня поколение детское? 99% детей, они рождаются с каким-то талантом. Одно решение предопределило всю жизнь. Когда я зашел на ринг, молодой, красивый, здоровый, а вышел инвалидом с ринга. Мне этот Нурик как раз рассказывал, он говорит, мы как-то, говорит, с Урзупеки обсуждали, говорит, вот он у вас спрашивал, оказывается, вы типа против Майка Тайсона, говорит, вы стоите. Вы сказали, оказывается, ну, знаешь, типа, все, выстою-то выстою, сколько секунд? Совершенно верно. Вы не путайте, я Там же вес другой. Я 60 килограмм, и он, блин, соточку весит. Говорит, мы обсуждали. Там, говорит, Урзупека сказал просто, выстою. Вопрос, сколько секунд я выстою. Мы же еще и бегаем хорошо, боксера. Ринг же большой. Ринг Ну, большой. даже в жизни. Это же как, у нас есть правила боксерские. Не, боксерские. Если понимаешь, что война неизбежна, бей первым. Все. Это все, это чисто боксерское или бандитское. Уличная, как хотите да-да-да. Когда называть. драка неизбежна, Бей бьешь первый, первым. да. А боксеры все, бей первым. Особенно если борцы перед тобой стоят. Потом вот завяжешь. В ноги уйдет все, да. Все. И второе правило. Я не трус, но я боюсь. Если перед тобой ты понимаешь, что есть количество людей, с которыми ты не справишься, ты дергаешь их, они все оп, и бежишь оттуда. Нормально. И точно не догонит. А когда начинают дураки за тобой бежать, вот тут уже по одному всех можно перещелкать. Что мы и делали в свое время. Вот так что Я, оказывается, использовал только вариант просто беги. тоже вариант. Да. Есть же прикол такой, говорит, меня, говорит, не били, боялись убить. Мухаммед Али, это да, это прям Это легенда. да, это история. Это А как большая. так получилось? Он приехал в Японию уже. В 95-й год он прилетел в Японию по приглашению нашей, кстати, промоутерской компании. Ну, не с деньгами, там очень серьезная компания была. И нам встречу организовали. А тем более для него очень интересно было. А, Советский Союз боксеры, да? Боксеры, чемпион Советского Союза, 2 чемпиона мира. Я и Юрка Горбачаков. Как они так получились? И вот он на этом попросил с нами встречу сделать. Ничего себе. И мы сидели долго с ним. Но он такой, очень интересный. Тогда у него уже болезнь Паркинсона. Уже началось, да? Началась, да? Уже началась, да, тогда. Но болезнь поражаясь. Вот он вроде его так сидит, такой подпотряс, потом только разговаривает, начинает, собрался, глаза светлые, прям вот чувствуется, что он. И начинает говорить, вот я твой такой бой видел, Юра, я твой такой бой видел. Мы были в шоке. Как, Мухаммед Али Ваш бой видел смотрит. мой бой? Да. Да ладно, вот так вот. Ну, интересно очень. Друзья, приветствуем вас на подкасте Мурас Talks. Это проект о людях, семье и наследии. Мы приглашаем людей, которые уже создали свое наследие, чтобы они стали для нас с вами примером той осознанной жизни, которая принесет благо всему нашему обществу. И у нас сегодня в гостях Урзубек Назаров, первый чемпион мира из Кыргызстана, человек, чья карьера пришлась с перелом эпох. Он прошел путь от советского ринга до профессионального ринга в условиях вот этой полной неопределенности. И стал 7-кратным чемпионом мира, несмотря на отсутствие вот этой системы. И сегодня Урзубек занимается развитием бокса, работает с молодыми спортсменами, передавая не только навыки, но и мышление и характер. Сегодня мы с Урзубек хотим все это обсудить и рассказать, как нужно быть настоящим человеком. Здравствуйте, Агай. Салам алейкум. Добрый день. Всем добрый вечер, ребята. Рахмат, что пригласили. Я думаю, что
получится интересно. Орузбек Беке, а, такой вопрос. Из такого, да, последнего. Возможно, многие не знают, но вот вы в разговоре до этой съемки упомянули, что у вас вы прошли через такое испытание серьезное, через болезнь, да. Вот я хотел бы вас попросить поделиться, потому что это сейчас многих коснулось, почти каждую семью, да. Вот как вы справились, как вы, откуда черпали силы для борьбы, да? С самым опасным противником. Я не знаю, про чего говорить. Про рак? Я думал, может, про Не-не. горло болело. Не-не-не. недавно. Да. Да, я понял, о чем вы говорите. Да, 23 года назад, 3 года назад, даже уже 4, наверное. А не 3 года, вот в 23-м году. Да, я вот случайно у меня получилось так, что ну, я чувствую какие-то изменения у меня. Мгм. Не буду сейчас об этом говорить, какие Да. изменения, да. Ну и вот это был январь месяц, сразу после Нового года. Я быстренько обратился. Ну, единственное, что я правильно сделал, сразу обратился к врачу. Мгм. Ну, там они в шоке были. Давайте проверим. После Нового года врачи, молодец, спасибо большое врачам. Есть такой врач Лопатин. Это вообще просто молодец, это палка-выручалка моя. И он меня привел к Саякову. Царство ему небесное, это профессор Саяков был. Сейчас вот он умер, к сожалению. И вот к нему пришел, говорит, ну ничего, а я засуетился. Думал, там хотел обратиться уже, обращался и в Россию, и в Турцию, и в Корею. А я думаю, да не может быть, откуда рак у меня? Откуда? Не может быть такого. Мгм. А, говорит, может. А тут поймал где-то что-то. Тем более я привычка уже, я раз там полгода в год я проверяюсь. А тут вот как-то Ну, образовалось. И все, и быстро. Опять же, приняли быстро решение. В середине января мне сделали операцию. Вырезали там что-то поставили. Я там с этими мешками ходил. 4 месяца. Ну, то есть, получается, вас спасло то, что вы на более-менее ранней стадии, да, это все Да, поймали, да? Второй За стадии счет того, поймал, что да. делали вот эти чекапы, да? Да, быстро я поймал, все, мне там отрезали. Химию прошел одну, серьезную, очень тяжелую. И вот к маю месяцу у меня и колостому сняли, все там, все это сняли. И вот Ну, это так, на самом деле, нетипично у нас, особенно мужчины же бегают от этих чекапов, да? Боятся... я человек спортивный. Это все, точно, теперь понятно. Профессиональная привычка да-да-да, спортсмена. да-да, теперь Вас понятно. спасла. Дисциплина. Называется- Спортивная дисциплина. Называется диспансеризация. М. Углубленный медосмотр. А вот теперь мне понятнее стало, почему, да, вы так по-другому относитесь к Ну, мы к этому. здоровью по-другому, тем более, чем дальше, тем больше к здоровью относимся. Ах. Поэтому я вот все, и мне моя дочь Аделина, она мне там сюрприз один устроила. Потом, когда не буду сдаваться в подробности, я потом говорю, дочь, зачем ты сделал? Ну, пап, ты же перестроился, у тебя же голова по-другому заработала. Ты Мгм. переключился со своих проблем на мои, говорит. Вот и все, говорит. Ну, а мои проблемы прошли, говорит, я, говорит, дальше живу, говорит. Ну, и ты, говорит, видишь, какой свежий стал. Он, получается, настрой важен, да? Да. Ну, если кто-то там коснется, ребята, не бойтесь, дорогие мои, ничего это такого нету. Главное, смотреть за собой, делайте чекапы. Сегодня медицина настолько далеко ушла, что можно все ловить в зачатие. Хуже уже, когда уже началось, уже хуже. А так все нормально. Ну, супер, Здорово. да. Здоровья вам, Баке. Да, Спасибо. и вот Да, Хорошо, долгих очень, лет очень, жизни, очень да. важно, оказывается, это, Конечно. наверное, для нас, слушателей, да, то есть, что профессиональные спортсмены, у них есть классная привычка. Да. Нужно проверять регулярно. И здоровье. нам надо перенимать эти Да, правильные привычки всем. Ребят, после 40, до 40 можно называть, говорить, а времени нет, хотя все это ерунда, время Всё ерунда. Просто, здорово, а после 40 уже надо за собой смотреть. Ну вот смотрите, у спортсменов есть здоровье, у спортсменов есть дисциплина, у спортсменов всегда есть характер. Вот вы говорили, что в 11 лет вы прочитали книгу Валерия Попенченко и взяли для себя такое кредо «И снова в бой». Покой нам только снится. Да, насколько вот эта фраза действительно стала частью вашего мышления.
были ли в жизни моменты, когда вот это прям, ну, это правило, оно помогало вам вообще вот выжить, возможно, там еще какие-то действия? И пользуетесь ли вы им сейчас? Но вот вы сказали про 11 лет, а я вам скажу, что книжку я выпустил во время пандемии, и снова бой. Да, книжка, значит, о чем говорит, что это мое кредо. Я всю жизнь с этим ну, живу по этой фразой. Но она по-разному. Слово и снова бой, это покойно только снится, это как бы утрировано, да? Это говорит о том, что на месте я не стою, о том, что это мне пригодилось, или это не один раз. Самый яркий момент в вашей жизни, когда, ну, вы сказали, да, блин, действительно оказывается. Да, 98-й год, я об этом много говорил. 98-й год, когда я зашел на ринг, молодой, красивый, здоровый, а вышел инвалидом с ринга. Ну, только потом об этом понял, когда я глаз потерял, когда была там плеяда этих операций, когда кроме телефона, у меня тогда Котеловский был еще, помните, да, такой большой такой кирпич, когда он работал как будильник, и никому не надо было, понимаете, когда друзья с деньгами швырнулись, серьезно, это 98 год, это был довольно-таки сложные года, 98-й, 99-й, 2000 год, мне было очень сложно, и тогда вот я включил, что, Арзубек, упал, как в боксе говорят, не важно, как ты упал, важно, как ты смог подняться. Не важно, насколько сильно ты упал, важно понимать, насколько сильно ты смог подняться. В «Рокки», да, по-моему, такая фраза тоже Ну, у у него Сталлоне там похожая типа. была. Не важно, как ты сильно бьешь, а важно, какой ты удар держишь, да? Держишь. Ну, а здесь это Да. А тогда я упал серьезно. Тогда, когда встречали сначала с красными дорожками, а потом, кроме семьи и пару друзей, никто не встретил. Это тоже пережить надо. Чуть-чуть так получилось, что июль месяц дождь шел. Это вообще, конечно, было у нас это редко же. И вот так вот даже погода, наверное, плакала, что я вот приехал такой. Вот и был очень серьезный перелом. И это очень важно для спортсменов. Когда ты не нужен, как спортсмен ты не нужен. Как член общества, а ты не готов. Я с 12 лет, с 11 лет я занимаюсь боксом. Я кроме бокса ничего не видел. Да, я учился. Да, да, у меня там практика, опыт хороший, там, жизненный, да. Но это же ничего не пришьешь никуда. Кому я нужен? Тем более всех в голове сразу. Спортсмен, боксер, да что? О чем Стереотипы, да, такие, да? Да, это были серьезно. И вот тогда потом мне тогда помог Медочекан Садыркулов, Галина Куликова, Зайндин Карпекович Курманов, Акрам, Эрхашимович Акрамов. Это вот те, кто рядом со мной тогда. Я попал в плеяду умнейших людей. Для меня это была школа жизни была. Вот они меня тогда научили. Я тогда пацан молодой, там 30 с лишним лет, и я попал в эту политическую деятельность, политическую струю, и я вообще был тогда. Медочекан Садыркулов там меня подтянул, говорит, ты хватит ругаться на государство. А я такой же, что думаю, то говорю. Тут нельзя, говорит, иди послушай. Делом займись. Вот иди займись, иди сделай пользу для государства. И вот мы начали ездить. Политическая партия «Моя страна», там, сейчас ее давно нет, Это действительно же так. Критиковать всегда легко, да, а вот что-то делать, что-то там менять, единицы делают, а критиковать все могут, это... Он тем более государственник был, он такой прям государственник был. И вот он мне быстренько направил, помог, и многие, не знаю, знают, не знают, там, я в налоговой полиции работал. Тоже для меня учеба была, большая учеба была. Я год отработал в налоговой полиции. При желании вы могли выбить налоги кулаком. Да, и без желания можно было видеть. Можно было. Давайте еще раз тогда все-таки вернемся в ваше детство, да. Вас в бокс привела же мама, правильно? Да. Она вот эту вашу энергию направила в такое созидательное русло, можно сказать, да? Да, дала в добрые, хорошие руки Геннадия Федоровича Аноприева. Заслуженный тренер Кыргызстана, Советского Союза, с которым я вот с самого детства до заслуженного мастера спорта дошел.
И вот такой вопрос, вы знаете, в каждом ребенке есть какой-то талант, но, к сожалению, не каждому ребенку, потом будущему взрослому человеку удается его раскрыть, да, этот талант. Вы говорили, что в книге у вас написано, что помимо таланта нужно еще два таких сильных как бы черты характера, да? Вот можете это еще раз раскрыть для наших зрителей? Да, ну, во-первых, когда ребенок рождается, он талантлив. По-любому, все дети, Мгм. 99% детей, не будем говорить про отклонения, да, 99% детей, они рождаются с каким-то талантом. Всевышний дает нам всем какой-то талант. Одному уметь быстро читать, другому запоминать цифры, третьему знать математику, там, знаете, точные науки, кто-то там звезды видит насквозь, кто-то спортивная стезя, опять спортивная стезя настолько длинная, что начиная от легкой атлетики, заканчивать там Шахматами. шахматами и боксом, да, он уже очень много, и каждый физиологически по-разному. И мы все имеем какой-то талант. А в детстве всем это легко дается. Кто-то легко, там даже не запоминая, послушал, уже стихи читает. Да. Посмотрел, уже может математику, там задачу сделать. Геометрия для него ничего не значит. Он посмотрел, один раз увидел, уже астрономию тебе будет. А для нас, допустим, там в спорте, вот он в юношах там вышел, там, одним глазом боксирует, там все ему легко. А когда переходят мужики уже, юниоры, мужики, и вот, или там в математике, хоть где, когда уже переходишь на другой уровень, талант заканчивается. Потому что у тебя кончилось, это быстро ты где можешь схватывать. Тут нужен другой талант. Талант трудолюбия. Если тебе Всевышний его дал, то значит у тебя уже большой-большой плюс. У тебя есть талант, допустим, боксера, математика или легкого атлета, там, или астронавта, и талант трудолюбия. Что ты умеешь пахать, ты умеешь работать. Ну и рядом, как всегда, должна быть госпожа удача. Мы называем ее фортуной. Можно иметь 7 пядей во лбу, но если фортуна отвернулась, сливайте воду, у вас ничего не получится. Можно пахать, можно трудиться, можно быть очень талантливым, но фортуна – это та вещь, от которой много зависит. У нас есть хорошее выражение же такое, что «Жол ачык», да? То есть, когда говорят, да, дорога открыта. И вот действительно сталкивался я с таким в жизни. Порой встречаешь, вроде и умница человек, и все делает, вроде все правильно, но вот не получается у него, вот закрыта у него дорога. Да? Харамышигвар, да? А вот, да, вот, ну, есть такое явление, я вот соглашусь с вами, а кому-то вот все так, все звезды сходятся, он там все у него получается, все так дается. Может быть, тоже немаловажная вещь. Знаете, один верит в то, что над нами Всевышнего, да? Всевышний, Аллах, Бог, там кто по-разному называет, да, Всевышний есть. А другой не верит. На слова говорит, что верит, а внутри не верит. В душе не верит. А в душе не верит. Вот ему там обратка идет. Знаете, сегодня можно говорить о разном, как но факт остается фактом. Если у тебя удача не улыбнулась, то все. Говоря про детство, ЗПК, вот у вас был там в детстве талант обнаружился боксировать. Это вот какой-то у вас талант. Я обнаружил там драться. Да, сначала талант драться, но его, как вы говорите, мама правильно. Ну, Бог роста не дал. Да. Вот, у вас второй талант, это мы слышали, да, есть там организационный, вы там занимались бизнесом, были, извините меня, членом парламента кыргызской страны, да, то есть это Председатель комитета по молодежной, да. гендерной, политики, физической культуры и спорта. Вот. Такой большой парламент. Вот в детстве, если бы не бокс, вы создали бы свою группировку? Случилось бы такое? Ну, в 90-х. Да, представьте, вот вам реально, вы умеете хорошо драться, вы умеете людей организовывать, вы лидер. И вот если бы вас не отвели на бокс, не стали бы вы... А вы книжку читали, где я в 9 классе уже деньги отбирал? Да, я прочитал. Знаете, потом мы поняли, что есть такая вещь, как рэкет. А тогда просто ребята обидели моего друга, Мелиса Пумбая, царство ему небесное, мой одноклассник.
Они его обидели, и мы вот, чтобы их наказать, мы у них деньги отбирали. Они пришли в ПТУ, 25-й ПТУ, это, ну, эти училища наши профтехобразования, да, и мы его там у ребят их вылавливали и деньги отбирали. Долго? Ну, пока нас милиция не привела. То есть долг пока не был выплачен, да? Ну, да, ну потом понравилось. же. Вот это и есть, это ответ на ваш вопрос. Не знаю, я вот благодарен маме, благодарен Геннадию Федоровичу, благодарен боксу, что я сегодня такой, какой есть. И сейчас вот говорить, кем бы я стал, не знаю. Может быть, лидером группировки, которого бы уже давно не было, никто не знал бы. А может быть, был бы очень хороший водитель автобуса, который мне нравился. Тут водитель большого автобуса, я бы ездил, там, туристические Интурист, да, наверное, еще такой, серебристый есть что-нибудь такой. такое, да, потому что я очень любил с отцом ездить на далекие расстояния. Ваш отец водил в Отец автобус. водитель всю жизнь. Отец, как он говорил, я шопер, я водитель всю жизнь. Всю жизнь. И поэтому я думаю, что если бы не бокс, то либо водитель, либо бандит. Давайте поговорим теперь о вашем втором отце. Вы говорили, что ваш тренер стал для вас вторым отцом. Вот я думаю, и зрители со мной согласятся, детей воспитывать действительно же сложно, да, вот даже вот своего ребенка сложно воспитывать, и для каждого из нас это же первый раз происходит, у нас нет опыта. Вернуться назад еще раз. Да. И... А второго воспитывать. А второй другой. Вроде родители одни и те же, а он другой. Третий тоже другой. Все разные. А у тренера 100 человек Да, в группе. В этом и разница, да, что тренер, он педагог, да, вот он не просто тренер, он же педагог. И вот раскройте вот это ваше понимание тренера, да, вот личности тренера. Знаете, это чемпионом можно стать через труд, через пахоту, через талант. А тренером нужно родиться. Муалим, сенсей, учитель, преподаватель. Это, а вот именно тренер, это рожден. Вот он есть ребята, которые там, они сами там кандидаты в мастера спорта, там 10 класс, там по 16 лет, по 17, они уже ребятам помогают. И у них уже получается, они находят общий язык, и с ребятами разговаривают, с ребятами что-то показывают. Это и есть. Геннадий Федорович тоже, он там 22 или 23 года ему был тогда, он уже сам еще боксировал, уже помогал. Там работал где-то там на автобазе, он, ну, в советское время так было. И Геннадий Федорович рожден для этого. Ему вот 4 января 27 года, ему будет 80 лет. Он до сих пор в зал ходит. Ваш зал. Наш кантовский зал, он ходит, он общается с ребятами, одна тренировка в день у него обязательно. Вау, вот это круто, да? Всю жизнь этому отдать, да? Вот он всю жизнь, он ходит одной дорогой. С разных, точка А у него разная, то был сахзавод, то был там МИС, микрорайон, теперь МИС, вот в Канте, да? И вот, но точка Б, это боксерский зал, США Канского района. Да. И это он от Бога. Это Геннадий Федорович, это помимо как учитель, помимо как преподаватель бокса, это же вот это квочка такая, понимаете, вот он нас бережет, он нас кормит, поет, он нас от ветра закроет, он на ринге не даст, чтобы нас ударили. Расскажите, пожалуйста, вот эту историю, вот как он вас мотивировал вот в седьмом классе, да, это вам было, да, с вот этими, что он вам пообещал купить перчатки, вот это расскажите, пожалуйста. Ну, да. Как пример, чтобы понятно было. Как пример, чтобы понимали, знаете, хулиганы мы были, все равно хулиганы, детвора, готовилась очень серьезная вылазка. Во-первых, Геннадий Федорович сказал, кто месяц будет ходить на зал и ни одной тренировки не пропустит, получит перчатки собственные, личные. Я представляю, это же Это сокровище. для ребенка, там, 7 класс, я там 2-й год я там занимаюсь боксом. Да, свои перчатки. Ты можешь вот так через плечо их повесить. Это был
недосягаемо. И я ходил месяц. Месяц я ходил каждый день, 3 раза в неделю. Все, я пешком до зала ходил, тренировался. Ну, во-первых, мне это нравилось, очень нравилось. А во-вторых, цель была же. Мотивация была, да? Мотивация жесткая была. А перчатки стоили, чтобы вы понимали, тогда 8 рублей 30 копеек. Кожаные перчатки. Где 8 рублей? При взять? зарплате 120. Да, Да. какой там, у нас там 9 человек одной семьей жили. Там не разбавлено ничего. И в это же время у нас готовилась большая-большая акция. Поход на склады. Ну, у нас велосипеды были, мопеды были. Мы знали, где там на складах можно это взять, ну, так, бесплатно. Пользование. В пользование, да. И вот мы подготовили, мы там все подготовили. И там крышу разобрали до этого, все. Мы такие, все. И вот именно тогда, в пятницу, я должен был, вот вечером идти туда. А у меня теперь выбор стоит. У меня плащ такой черный был, там фонарик был, все как полагается. И у меня выбор. Вот так вот плащ висит, а вот так вот сумка с моя лежит спортивная. Да. Ага. Либо на склад, либо в зал. Либо на склад, либо перчатки. Я потом ребятам говорю, все, у вас много, без меня справитесь. И я ушел в зал. Мгм. И все. И там ребята попались, Поймали их. поймали. Там нам казалось, что никто ничего не видит. Они ждали нас. Все, попались. Одно решение предопределило всю жизнь. Всё. По факту, да. По факту, да. Так будет у меня те друзья. Ну, есть человек, который так он и сидит до сих пор. А Ну, если бы Мгм. Геннадий Ефимович тогда вас так не замотивировал, да? Если бы Геннадий Федорович сделал бы какой-то... ну, или я бы это сказал, да плевать, я хотел на этот бокс, пойду в этот, тут веселее. Вот опять дело случая. Я говорил как-то на эту тему. Мы же живем постоянно перед выбором. Туда или Вот сюда? каждую секунду. Я вот с вами разговариваю, думаю, сказать об этом или не сказать. Говорите. Да, приехать, поставить машину вот здесь наставить, или туда поставить, спросить или не спросить, сам найду или позвонить. Утром проснуться и глаз открыть или поваляться еще. Понимаете, потренироваться, не потренироваться. И вот это тоже выбор был. Тогда Хорошо, был что есть выбор. выбор, кстати. Да, это классно. Ну, выбор есть всегда. Когда говорят, у меня не было выбора, вранье. Выбор есть всегда. Да, согласен с вами. В данном случае вы выбрали быть человеком. Я выбрал перчатки. Ничего проблем. Ничего сложного не было. Очень Не надо, я выбрал перчатки. Все хорошо. Ну, это здорово. Знаете, вот как раз речь идет. Вот вы же тоже, у вас свой зал бокса. Вы в какое-то время тренировали, наверное, и тренируете людей, молодых спортсменов. Как вы считаете, вот в тренере что важнее? Профессионализм или умение воспитывать? Так вот это и есть, это дается Богом. Если ты просто тренер, ты будешь просто тренер. Если ты просто воспитатель, ты просто воспитатель. А тренер от Бога, Геннадий Федорович Аноприев, Александр Васильевич Зимин, это вот, который мой тренер был в профессионалах, он питерский, Клим Васильевич Тё, дай Бог ему здоровья. Сегодня вот там Раимжан Мирбакиев, там, или вот Царство Небесное, Адалкам Гиболотов, который никогда в жизни не тренировался, а потом раскрылось это в нем, и он начал работать как тренер. И это 2, 3, 5 в одном человеке должно быть. Воспитать, тренировать, найти умные слова, быть психологом, быть врачом, быть кулинаром, быть диетологом, понимаете? Сколько всего надо знать, да? Да, одно дается, а потом это они читают, учатся. Ну, сейчас проще, в профессионалах проще. Там один за ногу отвечает, другой за руку отвечает, третий за бег, четвертый за бокс отвечает, пятый за психологию. Ну, я-то утрирую. Но когда мы были, сейчас вот любительские, нету таких ресурсов. И тренер, он же турагент, он же и ту дорогу прокладывает, да, он же человек, который за одежду отвечает, он же еще, а жена у него еще, тут, у Геннадия Еще Федоровича, я. Лариса Григорьевна, она еще и трусы нам шила, все эти, все дело, понимаете, она знает, как это делать.
даю, допустим, вот, дам маме перешить. У меня бабушка, ладно, шила все дело, она знала. А у многих не было, я не знаю, что делать. И отдают Ларисе Григорьевне. И Геннадий Федорович, жена, сидит, шьет там, буковки нашивает, там, полосочки нашивает. Вот. Поэтому тренер это призвание, это Богом данное призвание. Человек может быть воспитателем, человек может быть тренером, но вот когда он, вот все в нем есть, и врач, и психолог, и повар, и воспитатель, тренер, вот это тренер. А вот можно тогда так сказать, Байке, что вот вы же сейчас сказали, что нужно иметь талант, у вас был талант, было трудолюбие, а вашей удачей стало то, что вы именно к этому человеку, к этому тренеру попали. Что, может быть, если вы попали к обычному не от Бога таланту, А я не попал бы к другому, в канте другого не было. ну что он не смог бы раскрыть ваш талант. Я к тому, что вот сколько детей сейчас, да, вот, мало же таких тренеров от Бога, Другой, да? может быть, научил бы меня еще лучше драться на улице бы и объяснил бы, что на улице классно драться. Там можно деньги заработать. Да, вот тоже. Вот, ну, тут сейчас тяжело гадать. Тяжело гадать. Случилось, как случилось. Я очень рад этому. А это, ну, опять, говорят, там, ну, как у меня бабушка говорила, все написано на лбу. Пеша нога и озолган. Ну, все на лбу написано. Только, говорит, одна вещь, говорит, написано с внутренней стороны. Не прочитаешь. Не прочитаешь. А я как-то в свое время, там, вот, как зашло судьба, да, судьба ставит свои, но судьбу мы сами делаем. Вот опять о чем говори, хорошо, что есть выбор. Судьбу мы сами делаем. У каждого человека в жизни такие бывают переломные моменты, точки бифуркации так называемые, да, когда вот жизнь меняется. Вот Олимпиада для вас стала таким переломным моментом, что ваша вот это внезапный аппендицит, что вы не смогли поехать, сильно поменяло это траекторию вашей жизни? Да, да. Ну, быть, ну, вот смотрите, с 82 год, да, я стал чемпион, победитель первенства СССР. 82-83 год, 82-й, 83-84 год, если взять не календарный, а просто 2 года, да, за 2 года я выиграл 4 чемпионата Советского Союза. 2 по юношам, 2 по юниорам. А в 84 году я стану чемпионом Европы. В 85 году уже в мужики перехожу, 19-летний пацану. Я выхожу, стану чемпионом Советского Союза. В 86-м я выиграю спартакиаду народов СССР. Это Олимпиада для Советского Союза, это Олимпиада для Кыргызстана, для Киргизской ССР тогда было. Это самое высшее соревнование. 87-й чемпион Союза, чемпион Европы, потом Кубок мира. До 87 года я ничего не проигрываю. Только побеждаете. На Кубке мира я проиграл в полуфинале 1 бой. Я все побеждаю. Только победы. Первый номер в рейтинге мировом. Я лучший боксер Мира. мира. В своем весе. И да, 88 год Олимпиада. Я пахал, как вот, и на тебе. И вы меня спрашиваете, что теперь? Да, все переменилось. Все переменилось. Я плакал, когда меня ложили на операцию. Они думали, что я плачу от того, что больно. Женщина стоит. Ой, да это аппендицит, да это не больно. Я говорю, конечно, не больно. У меня братцы, да, знали бы, что он плачет. А вот и все. Мне и все поменялось. Тем более я первый номер, потом оно же имеет последствия. Да, вы же сразу не Я восстановитесь. не восстановился, да, я там через 3 месяца отбоксировал. Чемпионат вооруженных сил был, ну, там, вооруженные силы, я так прошел его. И в январе, вот в августе у меня это случилось, в январе у меня чемпионат Советского Союза во Фрунзе, В дома. родном городе, да? А я не готов, я-то понимаю, что Ничего, не готов. той формы нету, да? И все, я проигрываю дома. Это сейчас вот Константину Дзю, да? это все тут с Костей Дюбом этот бой гуляет, все, да. И все, кто не первый, тот у нас второй. Мгм. Нет, есть чемпионы, все. Есть первый номер, остальные, да, которые помогают чемпиону. И все. А я лидер, я все время лидер был. Я с детства лидер, а тут все, я тыркаюсь туда-сюда. А как? А нет, все. Вы просто сейчас тяжело представляете, что такое Советский Союз. 15 республик, но при этом 12 весовых категорий. Вот 12 весовых категорий. Даже если по-честному поделить, не получается на всех. А что такое Россия, Украина, Армения, Казахстан? Это были
Это монстры. В Мгм. таком подходе, там, это и количество населения другое. Да, да, да. И у меня был перелом, у меня был страшный перелом. Я был в шоке. Да еще любимые соседи, болельщики, которые тебя готовы были тряпками закидать то, что проиграл. А Еще и у себя, да? дома, у меня дома, я в один раз вышел, да как ты мог, да мы за елки, я домой сошел. Я Психологически, да? был, очень тяжело было, психологически было страшно тяжело. Вот, а за счет чего вы тогда вот, ну, не сломались и смогли продолжить дальше? Я очень благодарен своей первой семье. Я, как многие знают, я уже второй раз женат. Благодарен своей первой семье. У меня первая супруга моя, Аня, Царство небесное, полгода назад, как ее не стало. Артаға жолдас. Да. А она очень сильно помогала. Очень сильно помогала она мне. И вот в те времена, вот мы тогда в 86-м году я женился, в 89-м году уже дочка была. И она тогда была мой помощник. А все было вокруг меня. Вокруг моего быта, вокруг моих тренировок. Дети были также, вот они там. Если папа спит, все должны спать. Если папа Да. пошел гулять, все пошли гулять. Если папа кушает, все будут кушать. Вот так и было. Я ей очень благодарен. Она тогда внесла свою лепту. И плюс родители. В общем, получается, семья поддержала, да? Семья поддержала, да, очень сильно. И надо дать должное Геннадию Федоровичу. И тренер, да? Второй отец, да? Геннадий Федорович он всегда говорит, ну что? Я говорю, Геннадий, да хватит мне тут все. Он говорит, Арзубек, и что ты вот взял вот так возьмешь и уйдешь? Сдашься, да? Я говорю, нет. Буду. На Ну, гордость взял, да? задал правильный Нам- вопрос. намыс, да? Вот он меня подцепил. Чего так вот уйдешь, говорит. Зная ваш характер. Бойца, Конечно, конечно. который не привык сдаваться. Да. Друзья, нам надо всем брать пример с Агая. И, у каждого в жизни, наверное, будут для каждого лично такие моменты сложные. Они неизбежны. Но тут главное вот так вот не сдаваться, продолжать бороться, да? Ну и как повезло, что в данном случае у вас рядом оказались люди, которые, во-первых, правильно помогли. И, наверное, вот как Геннадий Федорович, говорите, задал правильный вопрос. Ну вот это значение тыла, да? И вот есть же выражение, за каждым великим мужчиной есть великая женщина, да? Вот вы Которая задали- тыл. Вы задали вопрос, вот когда перелом, да, потом, у меня развод был, я ушел с семьи, но при этом у меня была вторая семья. Вот Оксана, жена, с кем я уже там Мгм. 30 лет живу тоже, да, а дочка у нас, это второй человек, который, вот когда ты не знаешь, что делать, когда у тебя телефон нужен только, чтобы будильник. А когда друзья отвернулись, когда близкие друзья тебя кинули почти на $600 000, Ну, за $600 000 вас заработанных моих, не кровью, не потом, сворованных, да? кровью, потом, головой, почти на Здоровьем, 600 000. да? Здоровьем, да. И тебя швыряют Близкие. группа близких друзей, группа близких друзей. И вот есть человек, который готов с тобой с нуля все это сделать. Со $100 в кармане, с квартиры небольшой. Тихо, по-тихому. Начать по новой. Начали И снова в бой. Ну, единственное, что да, у меня уже была популярность, у меня имя. Я мог Имя, мэру, репутация, там, да. Акиму, к президенту постучаться, да. Ну, как бы, чтобы какие-то привилегии были. Но денег-то все равно никто не давал. Деньги это саму зарабатывать. И вот это, вот здесь я еще везунчик. Я вот только хотел сказать, что вы удачливый, да? Я везунчик. Вам в личной жизни повезло. Ну, мне знаете, везет же тому, кто пашет. Халявщикам не везет. Да, Ну, под лежачий камень вода Да, не Да, течет. мне везет, потому что мне с людьми повезло, мне с тренером повезло, мне с женой, с первой, со второй вообще это просто она умница, мудрая женщина. А мне повезло с людьми, кто по жизни был. Да и те, кто меня швырнули, тоже им спасибо. Да? За что им спасибо? Давайте раскроем вашу мысль. Дело в чем? Ну, было бы все хорошо и хорошо. Ну и привело. Куда бы это привело? Не знаю. А так меня научили. Я спортсмен, Мгм. мы же очень доверчивые люди. Да?
О, это сейчас уже, да, мне вот, извините, мне скоро 60, да, уже где-то более-менее там уже, ну, не сейчас, уже какое-то последнее время там, и тогда на человека смотришь в лицо Мгм. и понимаешь, что тут, ну, не надо с ним. А вот эта доверчивость, да нет, это показалось. Вот это чувство прогоняешь, показалось. Ну, в конце так Не получилось. показалось, Не да? показалось, оказывается, да. А ему очень доверчивый. И вот я тоже боролся с этим, чтобы эту доверчивость себя выгнать. Я же беспрекословно всегда верил тренеру. А есть человек, которому надо доверять. Да, вот если вы посмотрите один бой там с Гамачо, там вот он весь, он такой, все его любят. Когда Васильевич говорит, раз, два, три, щелкни его. Понимаете, это наш сленг боксерский. Автоматически выполняется, да? Я знаю, когда он говорит, я должен делать, я даже задумываться не буду. Потому что я на 100% доверяю ему, он видит больше там. Со стороны виднее. Он да? видит, вот сейчас ты должен бить. М. И я бью. И это проходит. И работает. Это работает. М. И в жизни также. Человек заглянул да, там, в этот, кое-куда, без чего-то залез. И я поверил ему. Потом Вот оказалось. смотри, как это получается. У профессиональных спортсменов вырабатывается за годы работы с тренером доверие, слушать, да, мнение, да, со стороны. да? Доверие к людям со стороны. Да. Вырабатывается. Профдеформация. Ну да, в Получается какой-то такая мере, вот да. деформация. А почему и говорят? Понимаете, когда говорят, Вот смотри, я как кроме интересно, да? спорта ничего не умею. Вот тяжелый атлет, легкий атлет, хоккеист, футболист. Когда его берут потом вот в советское время даже, да, там зарплату я там получал, там 350 рублей у меня зарплата была, представляете, в Серьезно? 80-е годы, да, и потом в один день человека зарплаты снимают, выкидывают на улицу, говорят, это переживите. Вот так получилось, это бокс. Вчера был на коне, сегодня там ударили, Никому еще не нужен. легкий атлет ногу сломал, велосипедист тут с велосипеда упал, штанга на голову упала. Это жесть. Шел по дороге, вот, споткнулся, упал, все, ты выбыл на полгода из колеи тренировочной. Все, ты иди догони теперь. Какая у нас идет оборот? Это же невозможно. Конкуренция страшная. да. Конкуренция, страшная конкуренция. И ты выпадаешь с этого. А что ты умеешь? Вот правильно вы слово сказали, деформация. Мы действительно, у нас происходит в голове деформация. Мы тут, как потом, ты как хулиган, начинаешь там Двигаться. мыслить по-другому, а поначалу это же надо сломать. Я закончил боксом, но тяжело было. Я очень тяжело входил в Гражданскую обычную жизнь. в обычную социальную среду по одной простой причине. А то, что я не мог зайти, а то, что меня не воспринимали. Понятно. Востока как боксера, как спортсмена, да? Да вот я там, ладно, не буду все фамилии называть, да, сидел, когда вот перед 95-й год, вот мы перед этим говорили, он сидел, я ему говорю, он сидит, читает, говорит, вот мне бы твои кулаки, да? Да что ж ты будешь делать? Человек высокого уровня, говорит, с высшего эшелона власть. Мне бы твои кулаки. Я говорю, почему вы тут? Да вот такую гадость пишешь, я бы вот твоими кулаками пошел бы, им бы морду набил. Понимаете, дело в чем? Вот как? Видят только кулаки. Да, как вот мне после этого выходить в социальную среду? Я сколько лет доказывал. Арзубек, Назаров, да, 7-кратный чемпион мира. Но не забывайте, Арзубек Улетович Назаров – это человек с 3 образованиями, если что. С вот таким багажом, там, в 30 лет багажа, когда я не просто как турист жил за границей. Я работал там, зарабатывал деньги, я жил как обычный японец, как обычный француз, как обычный американец. Я жил там и был в социуме. Вот я знаю, что там, чем они живут. И у меня этот опыт, и что принес, но только никто не верит этому. Боксера, что с ним говорить? Ну вот смотрите, Рузепеке, как раз-таки мы вас позвали как человека, который может поделиться опытом. Опыт колоссальный. Вот как вы говорите, люди вас, как вы говорите, на деньги обманывали. И вы вот когда про деньги заговорили, вот в Советском Союзе вы же были боксером на заработной плате. Там не было миллионов, там не было $1000, да, то есть вы сидели на зарплате, там не было коммерческих контрактов и так далее. То есть Было договорить. вот, но вот, наверное, вы были один из первых советских боксеров,
которые из этой советской системы бокса перешли в этот мир капитализма, где профессионального бокса, где все на деньгах, на риски, там другие правила, причем жесткие правила. Вот, ну там был разговор, что вас там японцам продали за 150 тысяч долларов. Вот Нет, так это было, нет? Ну, смотрите, дело в чем. Да, во времена Советского Союза у нас была зарплата. У некоторых была зарплата как бы, он чистился на заводе, там слесарь слесарем. 5-го разряда, там, или там токарь 8-го разряда. А по факту он там не был, просто у меня по-другому было. Я с 15 лет, у меня стаж идет, как инструктор физической культуры и спорта. И потом также инструктор, только сначала за инструктор был здесь, в Кыргызской ССР, Киргизской ССР. Потом инструктор был при Госкомспорте СССР. Ну, уже центральный уровень. Командированный сюда. Соответственно, зарплата у меня была здесь, я начал со 180 рублей. И потом зарплата дошла до 350 рублей. Я вас прерву. 350 рублей, тогда как инженер средний получал 120. 120. В 3 раза больше. В 3 раза больше. Да. Да. 350 от шахтера получает. 350, 400 шахтера получали. Вот этот страшный труд. Кузбасс. Да. Вот вырос я, да? Но, ну, поэтому мы еще как туда приезжали за границу, у нас там $10 в день у нас командировочный, да. И мы еще брали отсюда там чашки, ложки, поварешки, блин, что можно, значки. Мы торговали, ну, потому что я сюда приезжал. Выживать надо было, да? Так, не, дело в другом же. Надо же денег на подарки. не хватало. На подарки дарить? Подарки. Конечно. Спорткомитет, райком, горком, Все ждут, да? обком, девочки, которые тебе там документы оформляют, всем надо, кому-то помадку, кому-то там что-то. Мы знали, что женщин возить. Мгм. Кому там Тушь. когда сейчас вспоминает, жена моя тоже говорит, раньше, когда ты первый раз привез, говорит, тушь, которую просто так можно, а не так, фу. Я говорю, понимаете, это мы знали. Кому-то там этот брелочек, это деньги стоило. Либо это на значок какой-то выменишь. Все это да. Да, потом я ухожу в профессионала. Да, у меня также там зарплата, плюс fight money, деньги за бой. Забой, да? Деньги за бой, да. Но я-то занимаюсь тем же. За меня там есть промоутер. Опять же, вот о чем разговор. Есть тренер, Зимин Александр Васильевич с нами поехал. Потом есть промоутеры, которые нам бои организовывают. И у меня есть четкий план действий. Что я должен делать, что я должен сделать для того, чтобы получить вот эту сумму денег. Все. Я, в принципе, в той же среде, мне было легче. Тут уже мне не надо было там отсюда с Бишкека везти там какую-нибудь сумку там, или халат, или там хамчишку там продать, да? А там все это было профессионально и хорошо оплачивалось, в принципе. Про то, что вас за 150 тысяч продали японцы. Было? 89-й год, да, 89-й год. Первая команда, первые номера сборной Советского Союза. Вячеслав Яковлев, Вячеслав Яковлев, чемпион Союза, победитель Кубка мира. Вячеслав Яновский, олимпийский чемпион Союза, Европы. Руслан Тарамов, чемпион Союза, Европы. Рамзан Сибиев, абсолютный чемпион Советского Союза. Юрий Арбачаков, чемпион Союза, Европы, мира в один год, 189 год. Я в этом числе, мы первые едем туда. Слава Яновский это все организовывает. Все. Но и мы уходим не через Госкомспорт. Мы-то думали, подписываем контракт, Госкомспорт, а все что-то нам не показывали же, подписали. Нам главный тренер тогда, Копцев Константин Николаевич, он дал добро. Да, говорит, ребята, можете ехать. Мы же еще отпрашивались, мы же как бы... Да, это же Советский Союз же, да. Госслужащий, Инструктор. Да. не просто так. Нам дали добро, езжайте. И мы подписываем контракт, как контракт, не Госкомспорт, конно-спортивный центр Бицы. Нас как лошадей продали. От 100 до 150 тысяч долларов за Человека. человека, за лошадь.
За кого 100, за кого 150. Ну, вот мы точно не знаем, за кого сколько. Вот так вот. И нас продали. И при этом сказали, когда мы туда приехали, нас еще условия какие-то не устраивали. Не нравится. Контракт был подписан. Если тебе не нравится, выгоняем других производителей. Все, деньги проплачены. А в этом весе должен быть человек. А вот такая плеяда стоит ребят в очередь, там вот так вот 20 человек, которые могут поехать. Все лучше будут. Ага, а вот сегодня вот этот мир профессионального спорта, да, вот он настолько же такой же циничный, жестокий, да, по сути вот этих молодых ребят он все лучше высасывает, забирает, да? Ничего подобного. Нет, не так? Сегодня профессиональный спорт ребятам дает раскрыться. Да и он тогда нам давал раскрыться. Понимаете, благодаря профессиональному боксу я увидел мир по-другому. Я был во многих странах, там, Европа, Америка, Азия, да, но я был как спортсмен. Мы в гостинице живем, нас на автобусе везут в зал, где соревнования проходят. Потом нас еще в посольство завезут, чтобы там с нами пообщаться. Ну и там чуть погуляй. Все, мы ничего не видели. Будучи профессионалом, я уже ехал с командой, допустим, в ЮАР, я жил 2 недели, в Йоханнесбурге, я видел все город, я смотрел. Я там прилетел в Австралию, да, город Пас, красивый город, смотрел, тренировался. Токио, я все его знаю, получаешь удовольствие от всего. И сегодня, ребята, сегодня уже наши промоторы, киргизские, казахские и российские, они уже продают, и они ребята уже видят на бумаге, что, где будут получать, что они должны быть делать для этого, какая дисциплина должна быть. И им дают шанс. Им дают шанс. Сегодня это, да, сложнее в плане дисциплины. Сегодняшние спортсмены, им не хватает дисциплины. Это надо признать. И вот здесь вот тогда тебя ставят в рамки дисциплинированного человека. Если ты выдерживаешь эти рамки, если ты пашешь, если ты... Ну и опять же зависит от промотора. Если он хочет с тебя сделать чемпионом, если он тебя взял как мясо, то ты будешь как мясо. Ты будешь деньги зарабатывать, тебя подставят под одно сильно. Вот я про вот это хотел сказать. Как что, без этого? Да, это вы достигли вершины, да, стали чемпионом мира. Но это же единицы, а большинство же оставляют здоровье и ничего не достигают. Это и есть та самая селекция, спортивная селекция, есть финансовая селекция, есть трудовая селекция. Это селекция. Ребята, тут никуда не денешься. Это цену, которую придется платить, да? Да, так же, как когда в институт поступают, там, на одно место 18 человек, допустим, да. Все же хотят. Все хотят стать генералом. Пожалуйста. Становится единицей. Да, или, как говорят, чтобы стать женой генерала, надо выйти за лейтенанта, да? Да. Чтобы стать чемпионом мира, надо пахать. Надо пахать, надо работать. Вы сами не пошли в это, да? Вы же не стали промоутером. Ой, не мое это. Я Такой циничным надо быть, да? Да, надо там уметь не додать, уметь там... это другой бизнес. Бесчеловечный, да, такой? Тяжелый. Нет, не бесчеловечный. Нет. Он тяжелый. Он Психологически своеобразный, психологически тяжелый. Он своеобразный. Нет, говорить, что он циничный, говорить, что он нехороший. Нет. Нет, да, не так. Это настоящий бизнес. Как вот торговать картошкой, да, тоже, знаете. Только людьми, да? Только людьми, да. Ну вот смотрите, РЗПК, рассказывали, что вы там оказались в Америке какой-то период, да, без там, знания языка, не зная там, опыта рыночных отношений, без поддержки, людей, которые вам могли просто подсказать, что делать. Вот и много историй, когда там спортсмены не могут максимально реализовать и монетизировать свой опыт. Вот то, что в какой момент вам вот пришло осознание собственной ценности, что вы можете на этом зарабатывать, потому что вокруг профессионального спорта же всегда люди есть, которые хотят на вас заработать. Вот расскажите про то, как просто спортсмены... молодым, да, было бы, наверное, полезно. Ну, понимаете, дело в чем? Я-то и не заработал. Если бы я был гражданин там Америки или Японии, да, там были бы другие деньги. Во-первых, как вы правильно сказали, я один из первых
наша команда одна из первых, мы уехали, улетели в Японию, те улетели в Америку. Те, кто в Америку, гораздо плачевнее все было. Там их продали, перепродали дальше. У нас хоть в одной команде мы жили, работали, стали чемпионами Японии, Азии там, и мира. Там, из 6 человек, потом еще 2 по нам присоединились. Мы 2 стали чемпионами мира. Это очень хороший результат. Тогда, вот как сейчас монетизировать себя очень легко. Сейчас вот есть девочка, которая тебя будет раскручивать. Ты зарабатываешь, ей даешь часть, и она тебе будет раскручивать. Она найдет, она обученный человек, она будет тебе говорить, что делать, и ты будешь на этом расти. Чем выше популярность твоя, тем, значит, выше гонорар. Почему многие там, Мэйвезер, очень многие этих американских боксеров, которые они там постоянно где-то для того, чтобы привлечь спонсоров. Чем-то. Тот же вот Макгрегор, да, который там всякие выкрутасы делает для того, чтобы вот эта монетизация есть. У нас тогда было сложнее. Сложнее было. Я, в принципе, тогда думал, сейчас-то я понимаю, что это было там, где-то нам не додавали. Но сами лично мы были под контрактом, мы не могли ни помимо кого, даже если у меня язык был бы у меня переводчик, да, я бы там с тем же Асиксом или с Мизуно, спортивной компанией, я бы не заключил договор, потому что у меня есть обязательства перед промоторской компанией. Все. Вот эта система, а в дальнейшем, я когда в 94 год, когда я сюда прилетел, уже Кыргызстан, я тогда понимал, что я здесь, в Кыргызстане, могу себя монетизировать. Я пошел там, тогда телекомпания «Пирамида», я пришел, привез свою кассету, а мне говорят, а вы деньги заплатите? Я говорю, что, обалдели? Все просят увидеть мои бои, а я привожу бой за титул чемпиона мира вам, чтобы вы показали. Я там с каким-то коммерческим директором разговаривал. А нет, вы тут сколько нам заплатите? Я говорю, вот, я-то человек взрывной, дверью хлопнул, и тут идет хозяин, оказывается, этого, сейчас я не помню, какая фамилия, он идет, ой, Арзубек Байке, салам алейкум. А я пацан. Я говорю, да, идите вы. Кто вы такой? Да я, говорит, генеральный директор, там, президент. Я говорю, да вот, да что случилось? Я говорю, как? Я принес бои, чтобы показать своим родным, народу, показать просят. А то я кассету вы же не можете каждому, где-то кассету мы смотрим там в бане, там в спортивном зале, там потихоньку. Я говорю, люди просят. Кто это? Вот при мне он так очехвостил того, взяли кассету, и тогда первые бои начали показывать. Потом компания была, сейчас ее уже нету, можно говорить, компания Аэропак Трейд. Помним ее, да? Тогда я там первые мои эти рекламные ролики пошли с Туратом. И вот он сделал классный ролик, безупречная техника, это вообще кайфно было. Понимаете, какие-то деньги пошли. Потом я начал, видите, у меня не было менеджера, кто бы рядом со мной был. Я сам это делал. А я не обученный же был. Конечно, это обучаться это, надо. Да, я отдельное как мог, направление, да. Тем более, я заходил, что-то делал, что-то получалось, где-то в рекламах. Потом Миглото было, там уже они взяли на себя это дело. Мне сказали, Арзубек Пулетович, вот такая сумма денег будет, все нормально, нифига можно, оказывается. А потом заглохло. Потом я даже к ним приходил, когда у нас рекламы были там всякими американскими актерами, там что-то рекламируют. Я приходил, говорю, почему меня не рекламируют? Вот через меня рекламу не делать. А о них не доходило. Они вот привыкли там, какой-то там американский актер, вот через него там можно все его знать. Я говорю, так у меня популярность была вообще очень высокая. Вот это не было человека, и я потом надоел что-то. Я занялся производством, занялся бизнесом, и потихоньку я уже в рекламе понятно. Давайте вернемся в Йоханнесбург, когда вы стали чемпионом мира. Первый раз же вы там стали чемпионом, да.
Вот у нас недавно был как раз-таки подкаст с Эдуардом Кубатовым, где он рассказывает, что после того, как он уже поднялся на Эверест, весь вот этот, все вот это ожидание, оно пропадает, да? У вас были схожие какие-то чувства, когда вот вы вот долго шли, достигли, стали чемпионом мира? Вот что в этот момент? Но чтобы стать чемпионом мира, вот 89-й год, когда я понял, что я должен чего-то достичь, вот эта борьба началась, чтобы опять в сборной Советского Союза стать первым номером. Мгм. Я понимал, чтобы что-то должно произойти. И вот я говорю, опять Мгм. вот я очень счастливый человек, что вот все вовремя. Если бы в 90-м году, допустим, бы разрешили нам уехать, то я бы уже, наверное, бы закончил бы, может быть. Ну, вполне вероятно, закончил бы и уже, может, профессионал не ушел. Или ушел бы, уже поздно было. Но, Ну, а теперь понятна ваша мысль, да-да-да. да, я Если бы вы на Олимпиаде выступили бы, зачем вам уже стремиться? Нет, это я не об этом. А, не об этом? Если бы я вот 89-й год когда проиграл, хотел бог закончить, Геннадий Алексеевич сказал, что, так и уйдешь? Не став это- чемпионом мира, да? Да, не стать чемпионом, так уйдешь. Мгм. Потенциально я был чемпион. Потенциально все это Мгм. тогда. И я пахал 90, 91, 92, 93 год. У меня в октябре, 30 октября я полетел в Йоханнесбург. Никто не верил. Абсолютно никто не верил. С моих промоутеров, окружения моего, никто не верил, что я могу стать чемпионом. Потому что Денган-то был обалденно сильный спортсмен, двукратный чемпион мира, там, с хорошей школой бокса. Верил только я, Александр Васильевич Зимин, мой тренер, и один корреспондент. Японский корреспондент, по-моему, Токио Синбун называется, Мгм. что ли. Вот он говорит, Нарзубек, ты интервью дай, я знаю, вот дай мне интервью. Говорит, я, говорит, первый, чтобы вот, больше никому не давай, чтобы я первый. Я говорю, да. А он прям до аэропорта меня проводил. Такой прям вот он, блин, вот прям горел пацан, молодой пацан такой. И я когда туда прилетел, да, там давление было серьезное, давление было. Вообще, Психологическое. Да, они вообще не воспринимали меня. Мгм. А там, я ехал побеждать. Я Мгм. знал, что я сильный, я очень психологически готов, физически готов. Я прошел, да, я знал, что боец будет тяжелый. Я отбоксировал 12 раундов. Это была страшная работа, очень страшная работа. Я там еще пропустил в третьем раунде, увлекся, потому что так легко мне пошел этот бой. Мгм. Прям легко, я прям почувствовал, ой, так хорошо. Ну, заигрался, чуть пропустил. Потом уронил сам в 9-м раунде, но мне не хватило тогда опыта, чтобы его нокаутировать. Потому что очень опытный боец, он профессионал уже по-другому. Он мне начал вязать, держать, а это все можно делать. И он дотащил до 12 раундов. Время протянул, да? До 12 он дотащил. У меня вот этот глаз был такой заплывший. И да, это миг. Вот то, что говорит Эдуард, да, Кубатов, это миг. Вот он, я думаю, наверное, тоже поднялся на Эверест, я говорю, есть, и все. И дальше можно И еще. столько лет к этому идти, да? У них-то еще чуть другое, наверное, блин, теперь спуститься. Классно сказали бы. Ему спуститься. Говорят, иногда спуститься тяжелее, чем подниматься. Да, мне-то что, я в ринг, я спустился и там. А тут у меня такой просто, вот он. Да, я стал. Да, Добились, да, да. все. И потом опять рутина. Ну, потом, конечно, там восхищение, автографы, все это тебя опять преподносит. Все, и но вот этот момент, он секунды. Это секунды. Вот только ты его поймешь. И все, и все. Потом раз ты понимаешь, спускаешься с ринга, Пустота. опять все, ты уставший, ты человек, который там с собой потерял 5-6 килограмм,
во рту все сохнет, очень тяжело, блин, глаз болит, все это потом Ужас. после боя там, к ночи все понимаешь. Что, ну, 12 раундов отбоксировать, это, ну, как бы это 48 минут, 5-6 килограмм за бой. да. Ничего себе. Да. Вот Это кто какая спортом отдача, занимается, да, кто хочет похудеть, идите профессионально. Вперед, ребята, вперед в зал. Ну, ну, как такого опустошения нету, усталость, но радость. Позитивная усталость. Внутри радость. Ты сделал то, что ты должен был сделать. И вот это психологическое удовольствие. Это, наверное, то, к чему стремится каждый спортсмен. Потому что вот получить вот это психологическое удовольствие, Мгм. это же самый верх награды за твой труд. Не медали, Нет, деньги, все это ерунда, Да. это потом ты понимаешь. Да, да. А вот это первое, на ринге ты понимаешь, да, я это сделал. Я лучший, да. Я сделал это, я чемпион, понимаете. Вот у вас в книге вы так хорошо описываете вот эти ваши взлеты, поражения, удачи, неудачи. И мне вспомнилось, есть же вот эта притча о царе Соломоне, когда он собирает всех мудрецов и говорит им: давайте придумайте изречение, которое будет актуально всегда. И в итоге потом на его вот этом кольце выбивают фразу «и это пройдет». То есть такая универсальная фраза, которая и в моменты наивысшего успеха, что и он пройдет, и в моменты наибольших осложнений, что и это пройдет. И вот в вашей книге это вот чуть по-другому, но вот эта мысль, она есть, она такая У меня сильная. написано так. У меня написано, я по жизни. Если ты не знаешь, что делать, делай шаг вперед. У нас будет, делай шаг вперед. М, Потому что вот безвыходное положение. Так делай шаг, любой шаг. Какой он будет хороший или плохой, ты потом поймешь. Но ты делаешь шаг, и у тебя накрываются новые возможности. Хорошие, плохие, удачные, неудачные. Там разберемся. Это дело другое уже. За этим шагом можно еще шаг сделать. Только не делай шаг назад. Очень главное, вперед. У нас, боксеров, можно сделать ССТ. Провалил туда его, и сам пошел вперед. Ну вот смотрите, говоря как раз про то, что и это пройдет, да, 93-й год, вы чемпион мира, с Наделлой как раз вы его победили. Через год, 94-й год, реванш. Не через год, через 4 месяца. Вот, ну в следующем году, да, через 4 месяца реванш. Март месяц, да. Травма. Вы понимаете, После боя травма была. что очередной такой поворотный момент. Да, первый там, когда вы не попали на Олимпиаду. Тут, наверное, еще один, что дело всей вашей жизни, то, на что вы положили, ну, реально, всю свою жизнь, достигли самого пика, ну, больше нельзя. Понятно, какое-то время вы, оказывается, и не показывали, и скрывали что-то. Как вы вообще это приняли? Как вы смогли это принять? Ну, мы сейчас, наверное, о разных вещах говорим. В 93-м я стал чемпионом мира, матч-реванш в 94-м. Я все нормально подхожу, выигрываю после боя. Только я понимаю, что у меня в левом глазу пошли эти Отслоения. паутинки. Я же не знал, что это отслоение, паутинки. Я в Японию приехал, хотя синяков практически не было. Я очень бой чисто провел, чисто 12 раундов, чисто выиграл. Кстати, вот я 93-й год, я же боксировал, Нельсон Манделла сидел в зале, если что. Молодежь, наверное, не знает, кто это такой. Это Ну, нет, мы человек- все знаем, да. я думаю, мы многие, знаем, конечно, политики конечно. все должны знать, потому что человек, который всю жизнь там, Отдал борьбе. Да, отдал борьбе, отсидел за это, и все равно потом, к чему он шел, это сделал, да? И он не досидел этот бой, потому что понял, что все, хана. Проиграет, да. Да, ушел. Второй бой я гораздо там, уже там другие тренера у него были, я там сделал, ну, просто там не дал шансов ему. Да, нокаутом я не смог его убрать, уронил его там, все, нокдауны были, но нокаутом не смог нокаутировать его. Очень опытный, хороший парень был. Ну тогда вы восстановились же потом, да? Вам Я операцию сделали. пришел, у меня вот это вот всё. Я приехал, как раз обратно мы через Австралию летели, как раз там 10 дней побыл. Все это мне сначала-то не было, а потом вылезло там, на 3-4 день.
Я смотрю, что-то глаз начал. То есть я приехал в Японию, там, сделали лазером мне операцию, заштопали, там, вместе отдохнул. Молодой же, заживает как на хорошем человеке. И все, я забыл. Все, пошло, я дальше боксировать начал, все нормально, все, я до 98-го года и не вспоминал об этом. Но эта травма, она сказалась, да? 98-й год, да, я, когда перед последним своим боем с Менди, Джан Батист Менди, Мгм. это был во Франции бой был уже, там, вот там, да, вот перед боем за 2 недели у меня там, на предпоследнем спарринге, что недели за 3, наверное, у меня появились эти паутинки, но я не обратил внимания на них. Но на последнем спарринге уже появилась. Я говорю, Васильевич, он говорит, давай откажемся. Я говорю, какой откажемся? Вы чё уже? Если отказаться, вы потеряете титул, да? Я, да, Техническое поражение. есть поражение, Мгм. плюс финансы, там же обязательства. Как бы, не, можно было пойти в больницу, все сделать, и там можно было ну, свести на нет. Ну, опять же, тут Решение, да? самолюбие какое-то. Эго, да? Что я там, Мгм. да. Тем более француза, что я не... Я знаю, что я порву его. Все, опять же. И вот, ну, в третьем, 4-м раунде я пропускаю. Мгм. Глаз, не удар, глаз, пальцем, там, не знаю, перчаткой. Все, я слепну на один глаз. Блин. И 8 раундов боксирую. Одним глазом. С одним глазом боксирую. Тренер, давай сниму, давай сниму. Ну, тогда, наверное, должен быть, тренер должен был принять Не решение. послушать вас, да? Да, должен не послушать, кинуть полотенце и все. Тогда, может, спасли бы, да, глаз? Я бы с глаз, возможно, спас бы. Да, ну, у меня было бы просто отслоение сетчатки. Мне бы ее там припаяли, там, типа, лекарства. А так у меня был разрыв сетчатки, отслоение сетчатки и разрыв в 3 местах. У Ничего меня себе. в хлам разорвалась сетчатка. Ну, сетчатка, понимаете, это такое, это же микроскопическое. Это как А боль была? Не было никакой боли. Боли? Вообще Там нету нервных никакой окончаний, боли. да? Так у меня синяков не было же. Ничего не было же. Я добоксировал, все, и ну, там, через 2 дня на операцию, там, ну, и все это пошло. Все. Я долго думал, я вернусь. Когда после наркоза я вышел, врач, как себя чувствую? Я говорю, хорошо, когда можно боксировать? Она говорит, вы спортсмены, говорит, больные все на голову. Говорит, ты, говорит, спросил бы, буду я видеть или нет, а ты спрашиваешь, буду я боксировать или нет. Я говорю, ну, мне же, говорю, ну, теперь матч-реванш, говорю, мне же надо боксировать. Он, отдыхай. Он-то уже понимал, что Он все, да. понимал, что с боксом все уже. Все. Ну, закончил тем, как закончилось. И начинается другая жизнь. Без бокса. Да, без бокса, без глаза, понимаете, это сесть, нельзя говорить сейчас. Я по новой жил, я по новой футбол учился играть, по новой мешок бить. Совсем другая жизнь, да? Да чё, я через арык переступить не мог, потому что Растянуть Да, ходить. с одним же, закройте да. глаз и переступите, вот, нарисуйте, что через арык упадете, нарисуйте и вот просто переступите, фокус меняется полностью. Все, полностью. Я начинал жить, я еще во Франции там был, я ничего не видел, пытался за руль сесть, руль сразу бросил, потому что невозможно ездить же. Ну, привык же, езжу же. Все, мотаюсь, все как полагается. Шаг вперед. Уже мозг перестроился, да? Полностью, шаг вперед. И вечный бой. Покойным только снится. А вот эта история, когда вас друзья кинули, это в этот промежуток, да, происходит? Вот самый, короче, я у меня и заработал. Вы и деньги. здоровье потеряли, и 90 бокс, и с деньги. 95 по 98 год как раз и деньги заработал. Ну, я так думал, что вкладываю. Ну, действительно вкладываю в энергетику. Вот эти малые электростанции, в чем сейчас идут, и они развиваются у нас сейчас. Ага. Я принес эту идею тогда, в 95 году. Ничего И себе. тогда, когда, будучи президент Акаев был, и Марам Душеновна была, и был человек, который к ней вхож был, и они, да, давайте. И вот тот человек, через который деньги, его команда, Мгм. они просто эти деньги съели. Я-то здесь не был, постоянно они съели их. Идеи были очень
нужные. Представляете, если бы я тогда бы сделал маленькую Да. станцию там на 2-3 Мегаватта. мегаватт. Вот все, а потом еще одну, и все, пожалуйста. Да. Я бы сегодня... Но вот так ребята съели деньги, там потихоньку я вот так вот по 250 тысяч привозил в чемодане и отдавал. И они должны были дойти в работу, Построить, да. ну, настройка. А я уехал, там, то казино, то, короче. Вообще вот... Но, понимаете, этих людей нету. Никто из них не поднялся на моих деньгах. Всевышний их забрал к себе туда. Все, ну, там, наверное, хорошо сейчас. Аллахтан берекесі жоқ. Тора. А вот, Чё? знаете, такое наблюдение интересное. Вот оказывается, когда люди работают с чужими, они осторожны. Они там договора делают. И в результате чаще всего такие истории, как ваша, именно близкие предают и кидают. Потому Да что нет, вы не ты же забывайте, им это доверяешь. 90-е года. Мы там все были на этот. Все, ты, братан, отвечаешь, да, отвечаю. Ну, все, отвечаю. На словах все, да? Конечно. Сколько сейчас аукается ребята, кто там, дети взрослых, ну, взрослые уходят, там им там, 70, 8 десяток, у 9 десяток, на них там имущество, то все, а потом сын приходит и начинает расковыривать. А да, они этой землей пользуются, в этом доме жили, там все. А когда документы поднимают, оказывается, ничего не оформлено. С тех годов, как там Салама, все, братан, все нормально. И какая-то, может, расписка лежит, что я там это купил там за энную сумму денег. А это так и было в 90-х. Это сейчас все мы умные, мы там договора проверим, перепроверим, УИ спросим там, еще где-нибудь спросим все это. А раньше не было так же. Все, да, братан, ответил все. Так что, ребят, это были переломные моменты. Это вот то, что нас не убивает делать сильнее, да? Вы говорите, что важно не просто там, действовать, да, а важно вот сразу вперед смотреть, то есть понимать, что будет дальше. И вот ваша сегодняшняя жизнь — это результат всех ваших, и не только ваших решений, да, когда-то сделанных ранее. Ну, условно, не выкинул вовремя тренер полотенце, может быть, по-другому было бы. А может, наоборот, правильно, что не выкинул, кто его знает. И немногие думают о последствиях. Вот можно ли этому научиться? И как вы сами к этому пришли? Это вот, опыт, или вы с самого начала осознанно подходили? Или вот это, знаете, профессиональная привычка спортсмена, боксера, да, понимать вот следующие действия своего противника? Ну, то, что в боксе происходит, да, я позже стал выносить в жизнь, применять в жизнь. Даже будучи депутатом, мы там сидели с одним депутатом, он там тоже сначала пренебрежительно за бокс. Потом мы с ним посидели, полчаса пообщались, он был в шоке, что, оказывается, я грамотный, начитанный, что я там историю знаю, с политикой дружу, да. Все. Я потом ему скажу, говорю, слушай, говорю, мы сейчас с тобой беседуем, ты вот сидишь, одно беседу, а я уж тебя просчитал, говорю, я знаю, какой ты вопрос задашь, говорю, куда ты идешь, он, в смысле? Я говорю, в боксе же у нас как? Для многих бокс, вышли, подрались и разошлись. Это же интеллектуальный вид спорта. Мы же не просто руками машем. Руки у нас машут через голову. Мы сначала думаем, потом делаем. Вот, допустим, чтобы подойти человеку ударить на улице, это ничего не стоит. А в ринг зайди, попробуй ударить второго, такого же умного. Для того, чтобы ты его ударить, ты должен продумать 3-4... Просчитать, да? Просчитать 3-4 ситуации. Как к нему подойти, как его пробить. А он же в это время не стоит на месте. А он-то тоже был, он тоже думает. Потом ты его пробил, и теперь очень важно же, ты 3-4 ситуации у тебя в голове, они отработаны до автомата, но ты должен вовремя именно ту, чтобы выйти оттуда. Чтобы выйти оттуда, не пропустив удара. И вот, когда-то я говорю, с тобой разговариваю с этим человеком, все разговаривают, я говорю, уже туда зашел к тебе и вышел. Классно. Это бокс научил. И я потом начал это применять. Потому что в жизни нет. Я говорю, я вначале говорю о доверии. Я с человеком разговариваю, есть где-то внутри там. Сидит что-то, корень какой-то. Что-то не то, блин. Но все равно доверие переборол. Потом перестал и начал уже более... Книжки читаешь же, да, опять же, интернет, слава богу, сейчас доступно все.
ситуации те же, допустим, вот у меня есть ситуация, я захожу в интернет и ищу эту ситуацию. Кто как поступил бы, да? Я, я потом эту рубашку на себя одеваю же. Я не думаю, что как я как бы поступил, я анализирую это, и это приводит к хорошему результату. И опять же, вот у нас сегодня же как бы интервью, да, подсказ «Наследие». Да, вот сейчас подходим уже к этому. Откуда вот я уже изначально вот это несу в себе, а откуда во мне вот то, что я умею с людьми разговаривать? Мгм. Откуда во мне то, что Всевышний дал мне талант боксера, это да. Но меня же обучили. Мгм. Это же Кто-то передал. Геннадий Федорович передал. Геннадий Федорович довел до определенного уровня. И появился другой человек, Александр Васильевич, Подхватил, да? который у меня уже взял заслуженным Мгм. мастером спорта Советского Союза. Это высшее звание, да? И довел до Забрал чемпиона мира, да? Довел до чемпиона мира. И он из меня, уже состоявшегося боксера, он сделал, еще подточил, Профессионально. подвел, все там, кое-какие вещи подточил. Мгм. И я стал чуть-чуть другой. Тот же, но сильнее, Улучшенная мощнее, версия, да. скоростнее, злее, может, где-то, да? Всё вот это и есть, вот эта передача, знание, это и есть умение. Сегодня вот я говорю, какие-то вещи там, где-то я их с приколом говорю, где-то на... Ребята, кто умные, вот тут, ребята, вы будете смотреть, там, молодежь, которая на меня там равняется, да, вы из всего этого делайте, одевайте рубашку на себя. Вот просто на себя одевайте и посмотрите, Примеряйте, да? что бы я сделал в этом случае. М. Но фраза насчет того, что бокс — это интеллектуальный спорт, слушайте, это действительно, вот я сейчас вот, как вы говорите, это получается, когда человек говорит же, вот там шахматы — интеллектуальный спорт. Не, бокс Да. это не Нет, шахматы, в боксе вот- думать надо. вот- Шахматисты, извините, это боксерский прикол. Классный прикол, да? Не, ну вот я и говорю, в шахматах же человек стратегию продумывает вперед, и тот тоже так У него время есть. А у вас здесь, У него я и время говорю, есть. Долю То есть, секунды. да, то есть за долю секунды вы должны принять решение с учетом тысяч вариантов движения своего соперника. Это интеллектуальный спорт получается. Вот это и есть. Шахматы. Вот это, я вот это доказывал. Ребята, когда я сажусь с человеком разговаривать, есть боксеры, да, там, с ним тяжело, может, в силу характера, в силу такой, что он есть, или в силу его обучения. По сути, бокс. Вот, посмотрите, чтобы стать чемпионом, Мгм. это же не просто работа физическая, там, работа с тренером. Это же работа психологическая. Да, Это однозначно. Да, да. еще работа интеллектуальная. Мгм. Чтобы вот сделать на ринге то, что ты делаешь, ты должен... Это постоянно. Вот ты... Допустим, я знаю там 20 упражнений, да, у меня заготовок есть там раз, два, три, там через силу, через уклон, через сейстеп, через... Мгм. Но это же надо вовремя применить в данной ситуации к данному сопернику и в определенную секунду, долю секунды. И ты это должен в голове провернуть. Вы знаете, просто я вот, наверное, сейчас признаюсь, да, что пару раз рассказывал вот этот анекдот про часы. Помнишь, я рассказывал анекдот? Это я вот сейчас понимаю, насколько это, оказывается, тупой, идиотский анекдот. Да, вот когда говорят тренер, я заранее извиняюсь перед всеми боксерами и шахматистами тоже. Мне нравятся эти Вы анекдоты. знаете, Я вам еще расскажу. когда тренер боксеров, он говорит, так, завтра, говорит, тренировка в 10, говорит, у кого электронные часы в 1000, говорит. Ну, слушайте, это вот сейчас, это действительно, оказывается, момент, когда ты понимаешь, что все, что ты до этого знал про там, профессиональный бокс, это, оказывается, такая чушь. Вот как минимум за это, это прям, за это нужно сказать спасибо. За те умные слова, которые вы Вы сказали. знаете, почему боксеры быстро ездят? Нет, ну-ка, Вы не знаете? что ли? Нет. Серьезно не знаете? расскажите. Чтоб не забыть, куда едешь. Классно! Знаете, я про боксеров вам столько анекдотов расскажу. И буду вместе с вами смеяться, ребят. Классно. Слушайте, очень круто. Ага, давайте перейдем. Вот сегодняшний день. Я да? думал, закончим. Нет. Мы вас так не хотим отпускать.
У вас сегодня есть боксерский клуб. Да, вы тренируете, воспитываете наших детей. И вот мне очень интересно, вот дайте оценку, какое вот у нас сегодня поколение детское, какие сегодняшние они дети, что хорошего, что плохого. Да, ну, во-первых, пользуясь случаем, Да, конечно. Боксерский клуб находится в 7 микрорайоне. Боксерский клуб Назаров, 7 микрорайон, дом 16/1, рядом с, как ее называют, Атамбаевская мечеть, да? За. Мы в комментариях скинем адрес. Да, Да, обязательно да, оставим да, ссылку. поставим ссылку. Да, конечно. У меня 3 тренера работают. Мгм. Один из них заслуженный тренер Кыргызстана, Раимжан Мирбакиев. Это еще 2 тренера, Нурлан Мурбулсунов и Камиль. Да, Камиль Агай. Это человек, который с индивидуальщиками работает, очень хороший. 3 тренера работают. И я сегодня вам скажу так. Очень зал, еще у меня зал находится в микрорайонах же. Да. Это ребята, ну, вот там очень разношерстные ребята. Есть ребята пахаря, а есть ребята, они пришли потому, что Родители заставили. родители меня знают, ну, как бы авторитет, доверие. И вот, ну, вот, потому что туда надо сходить, попробовать. И дети даже не знают, кому они пришли, если откровенно. Они потом узнают. Я не хочу сейчас выглядеть как наши родители, а вот в наше время... Не, ну почему? Давайте. Нет, Это же проблема вечная, отцы и дети. да, дело в чем, я почему скажу, не могу так сказать, да ребята городские другие. Мы-то сельские, я кантовский. Я вырос во дворе, я вырос на улице. Здесь чуть по-другому. Мгм. Вот даже тоже 7 микрорайон, выше Артаса, это же были там мои родственники жили. Там же был этот Артаса, это село же было. Мгм. Потом сейчас там поставили Да, дома, все их, элитный стал, да. их переселили с Артаса, и 8 микрорайон переселили в эти дома. И вот они стали теперь балконскими, они стали городские, да? Ага. А хотя это были деревенские пацаны, ну, сельские. А сегодня ребята все городские. Если пацаны приехали с Сокулука, с Иссыкуля, с Нарына, здесь родители переехали, потому что, ну, идет у нас миграция. Да, как урбанизация, внутренняя, да. да. И они сразу их чувствуются. М. Они чувствуются. Не от того, что они там по-другому говорят, а как глаза горят. Они чувствуются. И с городскими ребятами они, видите, они приходят потому, что их ведут родители. Мгм. И я благодарен родителям, кстати, очень благодарен родителям, которые приводят детей не только в мой зал, не только в наш зал, а вообще в любой вид спорта, начиная там от плавания, легкой атлетики, заканчивая боксом. Потому что молодцы. Ребята должны заниматься спортом. Они потом это только поймут. Родители, наверное, понимают, что без спорта очень тяжело. Характер, да? Характер, здоровье. Начнем с физкультуры. Это здоровье. Это здоровье. Да, особенно в наши дни, когда сидят в гаджетах этих бы Вот это вот все. сутулые. Когда-то раньше, в 80-е, 90-е годы девчонки вот так шли. Красиво посмотреть на девушку, на женщину. Да? Сегодня девочки вот так ходят. И не поймешь, мальчик это или девочка. Да, даже такая прекрасная часть тела, которая есть у женщин, ее не видно, понимаете? А когда так идет, видите, как красиво. Да. Вот поэтому ребята разные, очень разношерстные. У меня в зале где-то там порядка 150 человек тренируется, ну, в несколько групп. И они все разные. И взрослые, и маленькие. И есть другая проблема. Мгм. Ну-ка. Раньше, допустим, были группы 9, 3, 5, и там 7, это уже такие просто приходили. И если в 9, то группа была, значит, там тренируются только дети, там 11-13 лет. Мгм. В 11 тренируются там 13-15 лет. Потом после обеда дети опять тренируются. В 3 часа это там 11-13 лет начинающие, а в 5 часов это уже взрослые тренируются там 13 и выше. И они обстукиваются. Сегодня нет. Сегодня же утром может тренироваться там ребенок, которому там 9-10 лет, и ребенок, которому там 15 лет.
И тренеру, вот насколько им сейчас тяжело, С разновозрастными работать, да? да, и там надо уделить внимание, и там надо уделить внимание. У меня ребята еще, они такие ответственные все, грамотно, ответственные, и вот они вот Лавируют, да? тренировку так делают, чтобы было интересно всем. М. 3-часовая, вообще, 5-часовая, это вообще кошмар. Там, ну, больше 25 детей. И вот они хотят, у них в другое время нету, ну, он просит, ну, возьмите меня в эту группу. А маленький ребенок, и вот ему приходится вот чуть в сторону убрать, чтобы тупо Не чтобы его затоптали, да? не затоптали, да, грубо скажем. И вот он и там, и туда умудряется еще посмотреть. И вот здесь вот сложность. Раньше это было нет. Вот Четко по новички возрастам, отдельно, да. новички отдельно, кто год-два отдельно, а кто уже группа там 3 года тренируется, те уже и выше, те отдельно тренируются. Все. А сегодня невозможно так делать. Тренера молодцы, надо отдать должное. Ребята умеют вот этот вот находить серединочку. Ну, естественно, больше внимания дают тем, кто уже начал заниматься. Вы через своих тренеров, через себя видите, вот сейчас дети, ну, говорите, разные, но есть какая-нибудь общая черта, чего им не хватает того, что было, Поколению например, на у вашего поколения? Или даже вот мы сейчас видим, наши дети тоже растут, да? Мы видим, что у них чего-то не хватает того, что у нас было. У вас такое вы видите? Вот именно с точки зрения... А давайте, знаете, чего вам не хватает? А не хватает им то, чтобы родители заставили их читать. Давайте начнем с этого. Мгм. Мы все привыкли. Вот возьмите даже вот любое заведение зайдете, в гости зайдете, домой к вам гости придут. С детьми придут, Телефон дают. да, и все. И все. Я своих родственников, там, вот, друзья приходят, я девчонок, вот, то молодые девчонки, они только, тут же весело с нами. Ну-ка, иди. Да нет, он сидит же, молчи. Я говорю, телефон, сейчас я заберу, посмотрим. Пойду телефон заберу, ребенок, я говорю, теперь иди с ребенком поиграй. Ну как же так? Иди. Вот если у вас так дома принято, вот вы отдали телефон, и вы своим делом заняетесь, пускай у вас будет. У меня в доме принято, если ты мама, занимайся с ребенком. Занимайся с ребенком. Нет, у тебя старший, сестра твоя пришла. Занимайся с ребенком, по очереди занимайтесь. Мы всегда прикалывались. Вот тяжелое детство, деревянные игрушки. Ну и классно. Так это же наши игрушки Да, были. да, да. Нам отец и мама и старший брат не показывали, что с этими игрушками делать. А вы почему? Вы без вас ребенок уже научился. Первое. Меня научили читать. Да, я с 1 класса, вот у меня сейчас внучатый племянник, такой же, как я, стихи читает в интернете, прям там вообще, прямо тут «Мой Дадыра», там, «Стрекозу», все читают. И мне племянник мой говорит, Арзубек, смотрите, что делать? Я, говорю, вот бабушки нет, тут уже, мамы моей нету, говорю, или у братьев моих спроси, меня вот так на стул ставили, говорю, я вот эти стихи читал. А потом мне нравилось, да, и потом Геннадий Федорович мне сказал, Арзубек, если ты хочешь хорошо разговаривать, если ты хочешь научиться выражать свои мысли, Надо читать. читать надо всегда. Ну, слушайте, чемпион мира, 7-кратный, говорит, читайте детям Читать. книги, дети почитают Читайте, книги. дети читать. Потому что то, что вы читаете в электронном варианте, хорошо хотя бы так читать в электронном. Черт с ним. Главное, читайте. Но в электронном варианте неудобно. Книжку ты можешь в окно так читать. А в электронном... ты не поддержишь. Он уже маленький, телефон же маленький. Не, у бумажной книги своя, это... Запах, это, даже запах. своё, это, Ну, это сейчас я попробую объяснить своим детям. Да. Хоть пускай в планшете читает, но что-то У меня читал. в день у 2 старших они должны читать час, у младшего полчаса. По выходным у старших 2 часа, у младшего час. Слава богу. Вот У вас то же самое. послушайте. У вас то же самое. читаю. Да. Заставляем, заставляем. Друзья мои, Приходится заставлять. Вот, да. заставляйте. Вот поверьте мне, через 3-4 года, ребят, Я одного уже перестал заставлять. Мы сейчас Сам его уже интересно. просим не читать. Уже пытаемся останавливать, потому что читает захлеб. да пускай читает.
Ага, ну Только выгонять его, блин, пускай вот почитает полчаса, потом 10 отжиманий сделал, 10 приседаний, пускай дальше читает. Да. все-таки еще раз хотелось бы про характер поговорить. Не знаю, вот может я заблуждаюсь, но у меня такое ощущение, что мужчины мельчают, да, такое вот какое-то непонятное вот это, как Арзамас сказал, то ли мужчина, то ли мальчик, то ли девочка. то ли мальчик, то ли девочка. А вот, ну все-таки же бокс, спорт, он же характер воспитывает или характер дан с рождения, или его можно воспитать в ребенке, да, вот. Можно, Можно, да? Конечно, можно. Характер можно воспитать, а только сердце не поменяешь. Есть такое у американцев хорошее высказывание. Chicken Hat и Big Balls. Прикольно. Да. А это чисто для боксеров. Он может очень большой быть, но у него Chicken Hat быть. Куриное сердце. Духа нет, да? Духа нет. М. Или шутка. Вот это от рождения, да? Либо дух есть, либо нет, да? Да, это, ребята, это вы не привыкли. Вы можете себе это воспитать. Вы будете там вот лапы бить, вы будете там даже на ринге будете драться. Да? Но это где проявится? Это проявится на какие-то крупные соревнования или на выезде. Вот есть боксеры, это вот ему говорят, он не выездной. А, да, есть такое понятие, да? Есть такое понятие невыездной. Всё, не Это слышал человек, про То такое. есть он здесь звезда? Это человек, который здесь вот дома будет боксировать, все. Только уехал за пределы, все, он не может боксировать. Сдулся. Он горит. Chicken Heart, да? Это горит. Это чихин. Ничего Он себе. горит. Мандраж и то, все А, горит. человек. Психологически, да? Психологически человек не готов. И вот здесь опять селекция идет. Проверяет. Есть ребята, которые здесь не могут боксировать, на выезде боксируют как огонь. А, ничего себе. И Но обратно, потом, да? И потом он набирает, вот если он там боксирует, потом он здесь А, наберет. уверенность набирает, Он да? здесь наберет. А, А тот, кто там не может боксировать, но опять есть разные. Он, может быть, один раз не смог боксировать. Но если у человека эта система, м. то уже ничего не сделаешь. Ничего не сделаешь. Вот это тренера замечают. И в большей степени до этого не доводят. Просто человек потом сам уходит. Но с какой бы сердце не было, человек придет на бокс, человек придет в зал, он будет тренироваться, он будет получать удовольствие. Знаете от чего? От того, что с такими же пацанами пинается, пихается, у него на перегонке. Чуть характер появляется, да? Вы что, характер появляется. Да, и никто его не заметит, Чикерхат этот, пока он 1 на 1 в ринг не выйдет. М. Вот там, где проявляется. Это в экстремальной, вот он глаза закрыл. Вот это. А. Вот то, что вот так сделали, глаза закрыл, это пройдет. Это пройдет. А вот для больших дел это Ну, это же, ага, очень важно потом по жизни. Это же и в жизни потом сказывается, когда, ну, вот порой надо иметь яйца, грубо говоря, да, во что-то по бизнесу вписаться, где-то рискнуть надо, да, а если в детстве не выработал этот характер, потом как в жизни, да, быть? Совершенно верно. Ну, кто-то другим путем идет, а кто-то и не включает там характер. Зачем ему? Ну, тогда и добиться успеха он- мало шансов. Нет, он пользуется другим. Он пользуется человеком, который может это сделать, и тут просто вовремя. Это уже жизнь. Манипуляция, это Манипуляция, уже да. манипуляция. Да. Рузепеке, ну, мы, наверное, подходим к вот как это, Центральной, да, да. к Йоханнесбургу нашего подкаста. К главной центральной идее про наследие. Вы, наверное, про это задумывались, наверное. Ну, то, что вы делаете, это, наверное, как раз отзвуки вашего наследия. Вот как вы считаете, что является вашим наследием? Сразу, вот пока вы говорили, знаете, что мое наследие, да? Вот иду по улице, подходит, ну, взрослый мужчина, Мгм. ну, разные, допустим, от вашего возраста начиная, Мгм. ты старше, да? Да. С ним идут дети, внуки. Мгм. Он подходит и ко мне, ой, Арзуйбеке, салам алейкум, қандай сіз, тут денсаулық, жақсымысыз, ой, рахмат, құдай шүкір. Қандай сіз, ой, я говорю, что узнаете до сих пор? Он, как мы вас не будем узнавать? Туда и потом я говорю, все, Боб, а можешь сфотографироваться? Ну, можно, фотоемся. Балам, гель. Он, ну-ка, сфотографируйся с чемпионом. А пацан, ну, там, от 3 лет, там, Да, до да, 10, да. 12, Знать не знает. 15 лет он.
Он так на меня смотрит, ну, ладно, я подойду, сфотографирую, ладно, говорю, потом поймешь по голове. И он пошел. Я так отхожу, а он сразу начинает, да ты чё? Вот сейчас залезешь в интернет, Поймешь, да кто? это Арзубек Назаров, это наш чемпион, без них СМГ, туда идет. Вот мое наследие. Вот мое наследие. Он сказал ему, а он скажет друзьям, да, все, значит, что-то я уже оставил. Ну, однозначно, вы, конечно, Что-то вы оставили. многое Вы, оставили. вы в мире оставили? Да, потом что, ну, то, что я, допустим, ну, зал бокса, да, это же не бизнес. Там, опять, вот, можно наследием сказать, что я могу поделиться то, что мне Бог дал, то, что я заработал, могу поделиться с теми тренерами, которые имеют работу, которые могут через мой зал Вырастить новых воспитать чемпионов. такого чемпиона, как я, а может лучше. Да, или там наследие это то, что я через мой зал проходят десятки пацанов, с которыми я разговариваю, и которые хулиганить не будут, которые будут через меня, они поймут, что Выберут перчатки. выберут перчатки вместо да, воровать. ломика, да, эти фонарика. А вот, наверное, вот это наследие. А что еще? Ну, там, я никогда об этом не задумывался, потому что делал. Флаг Подняли. сколько раз? Как минимум 7 раз флаг поднимали. Как минимум. В честь меня, ради меня поднимали флаг. Это, наверное, наследие. Однозначно. Иду когда по улице, многие подходят, ребята, допустим, вашего поколения, там, ну, там лет по 40, по 30. Байки, агаи, мы выросли на вас. Конечно. Выросли, говорит, на вас. Мы видели, мы так. Это, или там мои ровесники. Да блин, Арзубек, ты там, когда дрался, меня спрашивают, ты откуда? Я говорю, с Киргизии. Да иди твой земляк, смотри, там дерется. И я потом, блин, там ходил. Вот мой земляк стал чемпионом Союза. Знаешь, это тоже, это все вот это, то, что я делал. Страны, да? Авторитет, это, ну, наверное, да, все это. Ну, я считаю, что это вот то, что я это не зажал, не спрятал. И то, что к вам прихожу, да? Однозначно, конечно. Могу Спасибо вам рассказать, большое, да, могу что вы рассказать. пришли. Да. Это тоже вот то, что сегодня, вот, спасибо, вот есть вот это сейчас интернет, все это. Оно же осталось там, след остался, и вот кто-то залез, там спросит, Арзубек Назаров, ну-ка давайте посмотрим наследие, наследие, ну-ка давайте посмотрим передачу «Мурас». Вот, наверное, вот это есть. Я по-другому не знаю, может быть, кто-то еще что-то думает. То, что я могу передавать опыт своим детям. Ну, нашим детям. Да, детям Кыргызстана. Детям Кыргызстана. То, что я могу делиться своим опытом. То, что я могу кого-то остановить, кому-то подсказать. Делясь мне, многие там просят, Арзубек Пулевич, говорит, поговорите там с человеком, ему тяжело. Посижу, пообщаюсь, расскажу на своих примерах. Может быть, через мои примеры, то, что люди... Ну, у меня жизнь очень бурная, Необычное. веселая, тяжелая. Но интересное. Ну, очень интересно. Вы бы поменяли свою жизнь на какую-нибудь другую? Нет, вот я знал этот вопрос. Знаете, если я что-то поменял в жизни, Это уже Любое не звено. вы были бы. Не вы. не знаю, кто бы здесь сидел сейчас. Да, это уже был Или бы не другой был. человек, Потому что да. много-много нюансов, которые... Я и говорю, я удачный человек, я счастливый человек, потому что по жизни мне все равно, помимо вот этой грязи, которую я пережил, переступил, мне очень часто рядом со мной идут очень порядочные, настоящие люди, настоящие агаи, настоящие друзья. Да, по всему я грязь убираю, потому что это, оно отпадает само. Черт с ним, где они, где я, оно отпадает. А вот рядом с плохим всегда находится что-то хорошее, что-то душевное, что-то нужное, что-то необходимое именно в этот момент. Поэтому я считаю себя счастливым человеком. Супер, спасибо вам большое. И, финально хотелось бы, представьте, вот, что ваши потомки будут когда-нибудь пересматривать. И какое послание вы хотели бы оставить на будущее такое? Прямо в ту камеру можно. Да, ну,
Я могу много что говорить, но, друзья мои, а, у нас есть у боксеров, ну, вообще у спортсменов, стать чемпионом легко. Удержаться в чемпионстве – это сложно. Я чуть-чуть это скажу по-другому. А, Будьте людьми, будьте тем человеком, в которых, ну, когда родители вас воспитывают, они вас хотят видеть там порядочный, сильный, умный, грамотный. Вот достигните этого и постарайтесь остаться на этом уровне. Знаете, одним словом, будьте человечны. И, наверное, немаловажно, относитесь к людям так, как вы хотите, чтобы относились к вам. Вот тогда, если каждый из нас об этом подумает, тогда наше общество будет чуть-чуть теплее, добрее. Если каждый захочет, чтобы его любили, и он будет другого любить. Ну и, наверное, еще одна простая вещь от Арзубека Назарова. Когда утром встаете, смотрите в зеркало, увидьте там веселого, здорового, классного человека. Если женщина, то веселую, красивую. И спросите саму себя, кто это? И ответьте себе, это самый лучший, самый красивый человек в мире, который идет сегодня делать благие дела. И поверьте, день у вас начнется шикарный. Ох, как сильно. Спасибо. Всё, тут Круто, вообще, конечно, да. круто. Жекпаке, прям очень круто. У нас есть Да. один завершающий такой тоже блиц. Какие добродетели вы цените больше всего? Человечность, Качества, которые вы больше всего цените в мужчине? честность, Качества, которые вы больше всего цените в женщине? любовь. Ваше любимое занятие? Бокс. Я его люблю и ненавижу. Классно, да? Не, я бы сейчас сказал другой секс. Ваша главная черта характера? Я про себя Да. Ну, как вы думаете? порядочная. Ваша идея о счастье? Будь счастлив каждый день. Ваша идея о несчастье? Будь счастлив, ты не будешь несчастлив. Если не собой, то кем вам хотелось бы быть? Да, Арзубеком Назаровым мне нравится он. Ваш любимый литературный персонаж или герой в реальной жизни? Не литературный, это человек, на которого я... Он не кумир, но человек, на которого Мгм. я всегда Равнялись? равнялся на него, да. Это Попиченко, Валерий Попиченко, на которого я сравнялся из... И человек, который написал очень много классных, интересных книг, это Хемингуэй. К чему вы испытываете наибольшее отвращение? Ко лжи. Что вы больше всего цените в друзьях? Преданность, Ваш главный недостаток? доверчивость. Если не Кыргызстан, страна, в которой вам хотелось бы жить? Киргизская ССР. Супер. А какая реформа, которую вы особенно высоко цените в обществе, в спорте? Ну, это, наверное, то, что мы сейчас можем... Это частный сектор, частный бизнес. Это то, что мы можем пользоваться тем, что заработали, то, что свои идеи мы можем сами воплотить. Но это, или, грубо скажем, частно-государственное партнерство. Вот так. Возможность Возможность реализовываться. реализации, да. И финально, каким вы хотели, чтобы вас помнили потомки? Какой я сейчас есть веселый, классный. Человек, который любит жизнь, человек, который любит себя, и человек, который любит тех, кто рядом со мной, человек, который любит Кыргызстан. Вот таким мне запомнил. Супер. И мы хотим сказать, что вы такой и есть, Агай. Да, Спасибо вам огромное. Ну, есть пару завершающих вопросов. Ну, такой, знаете, рассказ. Вот, наверное, вот мы с этого начали. Вот вы же сказали, что есть принципы, как боксер должен разбираться с толпой. Да, вот, ну там. Да, Вот да. как это работает? Вы говорите, бежать, как вот это работает? Ну, смотрите, все очень просто. Вот когда я даже из жизни, мы прилетели в Могилев, сборная Советского Союза среди юниоров. Пришли на дискотеку, он веселый, шумный. А там вот так вот дискотека большая, такой дворец культуры. Вот так толпа танцует, и вот так толпа танцует. Я не знаю, кто так стоит, и так, Так надо. ну, мы так
Сначала 3 человека вот в середину стали, ну, где-то метра полтора проход. Мы в середину, а потом раз и раздвинули их вот так вот. И сделали свой круг уже. И в кругу танцуем. Ну, эти девчонки там молодые, к нам все. И мы уж девчонки балдеем. Все же разные, белые, красные, черные. Мы же все с 15 республик, все шебутные. Все такие, блин, Спортивные. Спортики такие. От маленького 48-чика до тяжа. 48-чка. Ну и ну мы там раз, и мы потом чувствуем, что-то уже их нету никого. А парень, местные ребята, говорит, ребята, чего натворили мы? Чего натворили? Говорит, а вот видите, никого нету. Мы видим, это 2, говорит, группировки, которые вообще, говорит, между собой не общаются практически. Но сейчас они вон там стоят, вас ждут обе. Поняли, ничего, ну, куда деваться? Помашемся, говорим. Но он говорит, не надо, говорит, они там арматуры, туда-сюда, говорит, это говорит, грязный бой будет. да, добром не кончится. Ну, ментов вызывать не катит. Всё. Не по понятию. Он говорит, короче, они вас ждут на входе, говорит, мы вас выведем. И местные ребята, наши боксеры, выводят нас через стол, ну, короче, Сзади выход, и мы потихонечку так трусой, человек 10 нас. Вот. Боксеры хорошо бегают, да? Боксеры, мы так, мы не торопясь бежим. Они, кто-то сказал, они, говорит, ушли. И те дураки, человек 20, наверное, даже больше, блин, за нами все рванули. И мы начинаем чуть-чуть быстрее. Они же думают, вот чуть быстрее, но не сильно. Они, блин, Догоняют. первый догоняет. Навстречу бах, один упал. Дальше мы второй. И, короче, до гостиницы было где-то километра 3. И мы в эти где-то километра 1,5 мы растянули, пороняли их. Они поняли, что мы догнать-то не могут, чтобы вместе бежать. Да. Мы их растягиваем, мы по одному, мы их там чуть-чуть понаказали. Ну, правда, до гостиницы добежали. Мы зашли в гостиницу, легли спать, спокойно утром тренера будут, так, все вышли в холл, никто не выходит на улицу. Мы смотрим, там они сидят, ждут нас. Ну, там Ксения Николаевич, он любил этот город, Копцев, это наш главный тренер. Он вышел, он говорит, что случилось? Ну, мы рассказали, что случилось. Да. Потанцевать. Они что-то нас хотели побить, мы не позволили. Все, ну, мы рассказали, он посмеялся, вышел. Ну, он позвонил милиционерам, там, ГУВД, УВД, куда там. И они там вышли, пообщались, вышел к ребятам, с ними поговорил. Ну, объяснил, что не надо ничего, потому что вас сейчас либо закроют, либо вас побьют эти мои ребята. Все. На следующий мы опять на дискотеку пошли. Пришли, подошли, они стоят так же стоят. Мы им, ребята, привет, может, познакомимся? Ну, для них, сборная Советского Союза. Это кумиры. Какой-то Могилев. Ну, мы юниоры еще. Да, но тем не менее. Но они тоже такие же, по 17-18 лет. И мы сами пошли. Ну, нам Копцев подсказал, ребят, познакомьтесь, чего? До сих пор дружим. До сих пор дружим. Вот есть ребята, с кем я до сих пор, вот сейчас он там, он сейчас переехал в Надыме живет, Лешка, вот, пожалуйста. Классная история. Вот эта история того, как вот с боксерами нельзя шутить. Мы же можем ударить, а можем просто убежать. Знаете, вовремя смыться с места, вот это, где будет сейчас жарко, тоже подвиг. Да. И лучшая драка, знаете, какая? Которой не было, да? Состоялась. Это как Суворов говорил, да? Лучшая битва — это которая не состоялась. Лучшая драка — это которая не состоялась, ребята. Ну, Что, удачи вам. Да, спасибо. Спасибо вам большое. Ребят. Это была очень интересная беседа. Ради такого можно встать. Рахмат вам. Спасибо.